Сухуми 23 февраля прошла встреча представителей ветеранских организаций Абхазии. На встрече обсуждались касающиеся каждой семьи вопросы, связанные с условиями жизни ветеранов. Встреча носила характер мероприятия в поддержку одного из кандидатов в депутаты Народного собрания, так как сам кандидат является ветераном и инвалидом Отечественной войны народа Абхазии. И поэтому вас сегодня пригласили. Не только наша встреча это является как рекламной. Она, конечно, предвыборную кампанию, любая встреча, какой бы она ни имела повод, естественно, это есть поддержка кандидата, который идет сегодня в депутаты. Все вы, я знаю, сегодня пришли именно ради нашего кандидата Сахнакия Тамаза Георгиевича Пыки. Поддержать его пришли представители Ассоциации инвалидов Абхазии, которые и являлись инициаторами выдвижения Тамаза Цахнакия в абхазский парламент. Сегодня перед нами стоит задача, как и много лет назад, не дать распасться нашему государству. Оставив его в войне тяжелой, неправильной, мы поверили всем тем, кто возглавил наш корабль и повел его в светлое будущее. Но светлого будущего для нас не настало. И только сейчас мы понимаем, что только опять же сами мы, если не возьмем штурвал в свои руки, ничего нас не ждет. Мы можем сесть на мель или разбиться в шибки. Пыка, прошедший, я извиняюсь, что я говорил, для нас он всех Пыка, мы его как брата. А когда брата любишь, называешь именно тем именем, которое более приемлемо, которое звучит для души, для сердца приятно. Пыка наш брат. Тамаз Цахнакия Георгиевич сегодня выдвигается в кандидаты, и мы все приветствуем правильный его шаг. Он его осмыслил. Человек, имеющий 5 детей, наверное, хочет хорошее будущее для своих детей. А хорошее будущее для своих детей – это будущее и для нас. Так дай Бог, чтобы Господь Бог помог ему, мы все рядом вместе с ним, и будем горды тем, что наш брат сделает то, что мы давно ждем. Дело в том, что в предвыборной программе Тамаза Цахнакия главным пунктом выделен проект закона о ветеранах, которого в нашей стране, как ни странно, нет до сих пор. Сколько лет уже прошло, этого закона до сих пор нет. Вот. И все вы, и я в том числе, и кандидат, которого вы выдвинули, считаем, что после исполнения многовековой мечты абхазского народа, это достижение независимости и свободы, второе, основное является в нашем государстве уже независимо, это вопрос о жизни, о благополучии тех, кто принес эту свободу нашему народу. А другая идея из программы в том, чтобы любой проект закона обсуждался прежде всего с гражданами, которых он касается в первую очередь. Наш кандидат, вот от лица его друзей, единомышленников, хочу сказать, решил пойти по пути, что я как кандидат иду в депутаты и хочу обсуждать те законы, которые я собираюсь продвигать. Ветеран приходит, тем более инвалид, когда приходит, ему не надо будет бегать по чиновничьим кабинетам. Он приходит только к тому представителю ветерана, который есть в ранге зама, и говорит свою проблему, пишет заявление. Это одно окно дальше работает. Он представитель ветеранских организаций, и он будет заниматься этими проблемами. Мы избавим людей от хождения по кабинетам. На встрече зачитали конкретные предложения, выведенные в проект закона, а также сами ветераны добавили замечания на этот счет. Вот так мы сформулировали еще нашу одну позицию, которую мы хотели бы донести до наших избирателей. А еще один пункт можно внести? Это обсуждение. Мы хотим это обсуждать, и эта проектная работа над проектом, она уже начата. В конце встречи было произведено награждение ветеранов медалями за боевые заслуги. Но лучшей наградой для Тамаза Цахнакия была поддержка на его правильном, как заметили все собравшиеся, пути и добрые слова и пожелания в его адрес. Получить такое увечье и сегодня стоять в рядах ветеранов и заботиться о людях, думать о будущем, это дорогого стоит. Я думаю, что с тех еще времен, и зная его сейчас, я не умаляю все, что у него, все качества, что были. К нему еще добавилась боль к тому, что у нас происходит в государстве. Еще раз благодарен всем, что пришли, что поддержали. Спасибо большое всем.